В эфире новости спорта. Здравствуйте. Ассоциация мини-футбола России при поддержке Российского футбольного союза подала заявку на проведение элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года. В случае одобрения заявки матчи планируется провести во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. По итогам основного раунда, который завершился на прошлой неделе, российские футболисты заняли первое место в группе 7, одержав победы над командами Швеции и Боснии и Герцеговины, а также сыграв в ничью с хорватами. Участие в элитном раунде примут 16 команд. Матчи данной стадии планируется провести с 28 января по 2 февраля. Страну, которая примет элитный раунд, объявят 7 ноября. Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над греческим «Панатинайкосом» в домашнем матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 103-86. Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе греческого клуба самым точным оказался защитник Джиммер Фреддет, у которого 16 баллов. «Химки» занимают третье место в турнирной таблице Евролиги. В активе команды 4 победы и 1 поражение. «Панатинайкос» с 2 победами идет на 12-й позиции. В следующем матче подмосковный клуб сыграет с сербской «Цервеной звездой», а «Панатинайкос» встретится с турецким «Анадолу Эфес». Обе встречи пройдут 31 октября. Московский «Спартак» на своем льду со счетом 4-2 обыграл хельсинский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых шайбы забросили Михаил Котляревский, Александр Хохлачев, Патрик Хёрсли и Мартин Шкарсумс. У гостей взятия ворот провели Ахти Оксанин и Марко Антилла. Для «Спартака» эта победа стала 5-й к ряду. В турнирной таблице западной конференции московский клуб располагается на 5-й позиции, имея в активе 28 очков. «Йокерит» идет на 7-м месте, набрав 25 баллов. В следующем матче регулярки «Спартак» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Йокерит» примет ярославский «Локомотив». Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим футболистом октября российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В октябре Дзюба провел 3 матча чемпионата России, в которых отметился 4 результативными ударами. Также на счету форварда 3 голевых паса. Его «Зенит» после 14 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. На награду также претендовали полузащитник Ростова Роман Еременко, нападающий «Зенита» Сердар Азмун, полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва и вратарь Сочи Сослан Джанаев. Лучшим тренером месяца был назван рулевой «Зенита» Сергей Симак. Воспитанники якутского футбола Артем Соколов, ныне играющий за московское Чертаново, и Никита Фурин из Краснодара попали в символическую сборную юношеской футбольной лиги России по итогам первого круга. В текущем сезоне Соколов провел 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Его Чертаново возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков в 11 встречах. Никита Фурин сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его Краснодар занимает 3-е место, имея в активе 21 балл после 11 игр. Напомню, Соколов и Фурин являются воспитанниками якутской команды «Пульс», в составе которого оба становились победителями республиканских и всероссийских турниров. Детская футбольная команда «Заря» 2010 года рождения примет участие во всероссийском турнире «Кубок Колыванова». Соревнования стартуют сегодня в Москве. Борьбу за трофей будут вести 16 команд из различных регионов страны. На днях якутские футболисты в рамках подготовки к турниру провели товарищескую встречу со сверстниками из столичного Чертанова. Победу в матче со счетом 8-3 одержали представители московской команды. Итоги Кубка Колыванова будут подведены 2 ноября. После этого турнира команда «Зари» отправится в город Реутов, где примет участие в турнире по мини-футболу. Якутские волейболисты завоевали серебряные медали отборочного этапа 10-го международного турнира «Локоволей» среди юношей в возрасте 15-16 лет. Соревнования прошли в Лесозаводске. Республику представили воспитанники специализированной детской юношеской спортивной школы Намского Улуса. В групповой стадии якутяне одержали 2 победы в 3 матчах и вышли в полуфинал, где обыграли команду Приморского края. В борьбе за золотые медали и путевки в финальный этап турнира якутские волейболисты уступили сверстникам из Хабаровского края. Отмечу, что участие в этом турнире для сборной республики стало одним из этапов подготовки к международным играм «Дети Азии». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.